В эфире новости. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Все вакцины от коронавируса включат в список жизненно необходимых препаратов. Выведет на среднероссийский уровень. Глава Якутии рассказала о выделении 8 миллиардов рублей на выравнивание энерготарифов в северных районах. Горожан столицы просят помочь руками. Пункт передержки начал утеплять вольеры, чтобы питомцы смогли пережить эту зиму. Новый случай отравления антисептиком с летальным исходом выявили в Алданском районе Якутии. Предварительно установлено, что житель села Угаян приобрел и употребил антисепт объемом 1 литр. Напомним, что на днях 9 человек в Татинском районе Якутии отравились спиртосодержащим антисептиком, 7 из них скончались. По результатам химанализа выявлено превышение метанола в средстве в 20 раз и ряд других нарушений. По выявлению антисептика обследовано 413 объектов торговли, в том числе проверили аптеки. В итоге установили реализацию средств в 3 районах республики общим объемом 399 литров. Опасную продукцию сняли с продажи. Свердловские полицейские изъяли более 5700 литров антисептика, которым отравились жители Якутии. Сотрудники выявили цех по его производству. Также они конфисковали 3000 литров изопропилового спирта и 12 тысяч литров растворителя. Производителем антисептика является житель Екатеринбурга 1976 года рождения, ранее несудимый. Свою деятельность он начал в апреле этого года. Полиция выявила признаки состава уголовного преступления: производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Материалы переданы в Следственный комитет по Свердловской области. Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% со следующего года. Это коснется лиц, годовой заработок которых превышает 5 миллионов рублей. Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 миллиардов рублей. В 2022 году 64 миллиардов, в 2023 68,5 миллиардов рублей. Эти суммы уже включены в проект бюджета. В законе уточняется, что налоговая ставка в размере 13% сохраняется для доходов физических лиц от продажи имущества и долей в нем, доходов в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также доходов, полученных в виде страховых выплат и выплат по пенсионному обеспечению. Исключения составляют ценные бумаги. Все вакцины от коронавируса включат в список жизненно необходимых и важнейших препаратов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета по борьбе с COVID-19. Тем самым правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса, вне зависимости от их наименований. Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку. Кроме того, со следующего года в этот перечень попадут еще 25 новых препаратов. В том числе 4 лекарства из перечня высокозатратных нозологий. Многие из них достаточно дорогие, но в них нуждаются люди. Включение в перечень новых препаратов повысит доступность жизненно необходимых и важнейших лекарств, поможет сохранить здоровье людей. С начала распространения коронавируса в мирном количество КТ-диагностики возросло в 3 раза. При обследовании у каждого 3-го пациента подтверждается пневмония. В каких случаях рекомендуется томография и чем чревато частное облучение, узнала Ивана Филиппова. Здесь мы видим чистые легкие в норме. А вот так выглядят легкие, пораженные COVID-19. На снимке четко видны изменения по типу матового стекла. По словам медиков, именно КТ показывает поражение от 1%, когда как на рентгене до 40% воспаления увидеть сложно. Обычно вот такие пациенты у нас поступают из дома. Те, которые лечатся самостоятельно или позднее обращение. Они обычно поступают у нас с дыхательной недостаточностью. Компьютерная томография позволяет выявить пневмонию, воспаление легких – основное последствие коронавируса. Если есть сопутствующие заболевания, тяжелые факторы риска, такие как сахарный диабет, сердечная недостаточность, избыточный вес пациента, то уже пациента госпитализируют.
В Мирнинской районной больнице работает 2 аппарата компьютерной томографии. Один в чистой зоне, где смотрят пациентов по различным патологиям. В ковидном центре стоит новый аппарат Philips. Его купила компания «Алроса». Томограф стоит 48 миллионов рублей. Зато позволяет за считанные секунды получить высокоточное трехмерное 64-срезовое изображение ткани организма человека. Сегодня рентгенологи работают круглосуточно в 2 смены. В среднем за сутки обслуживают 60-70 пациентов. По их словам, с начала пандемии количество КТ-диагностики выросло в 3 раза. Многие бегут на томографию при первых проявлениях симптомов ОРВИ. В зависимости от массы тела от 4 до 6 миллизиверт получает пациент на доисследование. Годовая доза облучения составляет 5 миллизивертов. В исключительных случаях по жизненным показаниям может достигать до 15 миллизиверт. Не стоит забывать, что КТ – это серьезная лучевая нагрузка на организм. Чтобы пройти данное исследование, должны быть соответствующие показания. Например, если у человека больше 4-5 дней держится высокая температура, появляется одышка. Но доводить себя до такого состояния, занимаясь самолечением, тоже не стоит. Лучше заранее обратиться к врачу. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Около 8 миллиардов рублей направят на выравнивание энерготарифов в северных районах Якутии. Это позволит ставке соответствовать среднероссийскому уровню в 2021 году. Об этом в своем Инстаграм сообщил глава Якутии Асен Николаев. Он отметил, что в течение года велась работа по продлению выравнивания тарифов с федеральными органами исполнительной власти. Существенную поддержку в данном вопросе оказал председатель правительства России Михаил Мишустин. Цена этого решения для Якутии – порядка 8 миллиардов рублей, написал глава региона. Леса Якутии обработают от насекомых-вредителей в 2021 году. О таком решении сообщили в Министерстве природы России. Работы по подавлению численности насекомых-вредителей проведут еще в 9 регионах страны. Всего будет обработано 700 тысяч гектаров леса. Это в 3 раза больше, чем в нынешнем году. Основные объемы работ планируются в очагах сибирского и непарного шелкопряда, говорится в сообщении. Напомним, что очаги массового размножения сибирского шелкопряда выявили в Якутском, Намском и Хангаласском лесничествах в июне этого года. Площадь распространения составила более 54 тысяч гектаров. Служба занятости предлагает помощь в трудоустройстве, организовывая временную занятость и общественные работы. На временную занятость могут рассчитывать сотрудники предприятий, находящиеся в зоне риска увольнения. Это те, кого уведомили о сокращении, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы или работает на предприятии, где введен неполный рабочий день. На общественные работы могут трудоустроить якутян, которые ищут работу и обратятся в службу занятости. Работодатели, организующие общественные работы, получают субсидию для возмещения затрат на частичную оплату труда. В программе могут принять участие более 1000 человек. Запланированная численность трудоустроенных составляет 1080 человек, из них 150 человек на временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения, и 890 человек – это на организацию общественных работ безработных граждан и граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения. Предварительно у нас работа была уже проведена, сейчас проводится второй отбор. Прием заявок завершен, и будет объявлен 3-й отбор для работодателей, которые трудоустроили за 3 месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь. В пункте передержки безнадзорных животных Якутска начались работы по утеплению и возведению дополнительных вольеров. Какая помощь нужна коллективу и сколько животных сегодня находится на содержании, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Лишние руки не помеха. Руководство пункта передержки безнадзорных животных города Якутска до начала сильных морозов собирается утеплить большинство вольеров, чтобы их подопечным было тепло, когда наступят сильные морозы. И от помощи горожан они не откажутся. Но помощь вообще руками, конечно, если есть свободные час-два на выходных, конечно, с удовольствием бы приняли людей, помогли, чем-то как-то поддержали бы, если просто были руки. То есть один работник хорошо, 2-3 уже
толпа, и уже больше работы бы могло сделаться. Конечно, один-двоим тяжело, тем более морозы уже крепчают изо дня в день. Отметим, что на сегодня в пункте передержки животных под надзором находятся более 350 безнадзорных собак. Еженедельно на отлов бродячих животных поступает от 40 до 100 обращений из округов столицы. Сегодня все животные, которые попадают в пункт, проходят обязательный ветеринарный осмотр. У нас, получается, карточка заводится. По истечении 10 суток идет стерилизация. По истечении еще 10 суток идет вакцинация. Против бешенства ставится. Потом по истечении 10 суток еще, это 30 суток в общем числе получается, они выпускаются именно на тот объект, откуда был, на адрес, откуда он был пойман. Несмотря на большое количество животных, едой все обеспечены. Собак здесь кормят 2 раза в день. Мясо, комбикорм, рыбий жир. Это лишь часть рациона питания. Таким образом, все животные, которых выпускают отсюда, возвращаются на улицы города здоровыми и сытными. Если народ видит, что собака биркованная, это стерилизованная, вакцинированное животное, которое возвращено именно обратно на то же место. Бояться чипированных собак, как правило, уже не стоит. Если животное все-таки проявит агрессию, оно снова вернется в пункт передержки. Вместе с тем сотрудники еще раз напоминают, каждый житель города может забрать животное домой. Вот поэтому малышу сегодня повезло. Щенок нашел себе новых хозяев. Ну, вообще, изначально увидела видео, где отдавали щенят. В ППЖ очень много щенков. Увидела его, захотела его сразу взять, как бы. Только он мне на глаза попался. Вот поэтому приехала сегодня. Сегодня санитарный день, по идее, вообще не работает. Но я вот все равно добилась, чтобы меня впустили, чтобы я его забрала. Сейчас уже забирать стали меньше. В основном приходят забирать больших собак. Щенков уже совсем мало берут. А больших собак приходят, берут, потому что приобретают люди дома частные. Ну, а там охрана необходима. Также приходят куда-то на базу, на территорию. Приходят потерявшие, допустим, свою собаку, да, и уже долго найти не могут, приходят за новой. Специалисты пункта передержки знают, далеко не все животные найдут себе хозяев, а впереди зима и якутские морозы. Чтобы каждому их питомцу было комфортно, необходимо утеплить все действующие вольеры. Работы много, поэтому и просят неравнодушных горожан оказать посильную поддержку. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.